Главные события понедельника, 2 октября, в материале наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Глава Якутии внес кандидатуры на должности первых вице-премьеров и зампредов правительства региона, также ряда министров. В общей сложности 11 кандидатур. Беломедведя перепись. Более 150 краснокнижных хищников обнаружили в Якутии по итогам осеннего авиамониторинга. Подготовка рабочих и специалистов в самых важных отраслях. Сегодня в России отмечается День среднего профессионального образования. Школа будущего. В Якутске начала работать школа креативных индустрий, где можно обучиться звукорежиссуре, видеопроизводству и еще ряду новых областей. Поэзия, волшебные звуки. В Якутске презентовали сборник Онегины Ильиной Дмитриевой. Он станет учебным пособием для музыкантов. Глава Якутии внес кандидатуры на должности первых вице-премьеров и зампредов правительства региона. В Илтумен для подачи согласия на назначение на должности внесены следующие кандидатуры. Кирилл Бычков на назначение на пост премьер-министра. Дмитрий Садовников на должность первого вице-премьера. Он будет курировать в правительстве блок развития инфраструктуры, безопасности жизни, комфортной среды. Джулустан Борисов на должность первого вице-премьера. Он будет курировать блок экономической и промышленной политики. Также внесена кандидатура Ольги Балабкиной на должность зампреда. Она будет курировать в правительстве блок социальных коммуникаций и вопросов юстиции. Сергея Местникова на должность зампреда, который будет курировать в правительстве блок духовного и физического развития. И Анатолия Семенова, который будет курировать в правительстве блок инноваций и креативной индустрии и развития образования. Помимо этого внесена и кандидатура Георгия Степанова на должность зампреда, который будет курировать в правительстве блок повышения качества жизни, благосостояния населения и социального развития. Также глава Якутии внес кандидатуру на должность министров. Так внесена кандидатура Артема Александрова на должность министра сельского хозяйства и продовольственной политики. Павла Багананова на должность министра имущественных и земельных отношений. Гаврила Кириллина на должность министра по внешним связям и делам народов. И Петра Попова на должность министра экономики Республики Саха-Якутия. Ну а тем временем сегодня глава Ленского района объявила о своей отставке. Жумарт Абельманов досрочно покидает свой пост со 2 октября. Сложение полномочий связано с личными обстоятельствами. Заявление стало неожиданным для команды главы и всех жителей района. Жумарт Абельманов был избран главой 2 раза в 2017 и 2022 годах. За время его работы Ленский район завоевал высокий рейтинг на уровне республики. Большое внимание уделялось социально-экономическому развитию района и развитию сельского хозяйства. Якутские власти планируют провести в 2024 году восстановительные работы на 46 объектах в подшефном городе Кировское в Донецкой Народной Республике. Кроме того, планируют приступить к ремонту электроподстанции, линии электропередачи и наружного освещения. Продолжат ремонт автомобильных дорог, окажут помощь по обеспечению летнего отдыха детей и приобретению необходимой техники и оборудования для социальных учреждений. Напомню, в конце мая 2022 года Якутия взяла шефство над Кировским, а в июне того же года было подписано соглашение о сотрудничестве. Третий межрегиональный форум по комплексному энергосбережению и энергоэффективности стартовал в Якутске. В течение этих дней представители федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, региональные центры энергосбережения, институты развития, энергосервисные компании, эксперты и муниципальное образование будут обсуждать основные проблемы и пути развития республики в сфере энергоэффективности. Подробности в материале Марины Захаровой. Я давно занимаюсь вопросами энергоэффективности, еще не работая в ассоциации, еще не работая в экспертном совете. И я хочу сказать, что одни из первых коллег, которые со мной начинали работать, это были коллеги из Якутии. Здесь реализовывались одни из первых энергосервисных контрактов. Якутия – это первый регион Саха-Якутия, который утвердил свой законопроект, принял, касающийся энергоэффективности. И, в общем-то, есть с чего брать пример. Действительно, опыт Якутии представляет огромную ценность не только для нее самой, но и для страны в целом. В республике одни из самых высоких показателей затрат на коммунальные услуги. Условия благоприятствуют разработке и ведению проектов по снижению больших расходов республиканского и муниципального бюджетов, а также средств населения. Одним из них стал успешно реализуемый закон по внедрению энергосервисных контрактов в жилом фонде. С 2011 года в целом подписано 457 энергосервисных контрактов с потенциалом более 2 миллиардов рублей. И
Мы в рамках энергосервисного контракта привлекли инвестиции порядка на 1,5 миллиарда рублей с фактической экономией 3 миллиарда рублей. Специалисты отмечают высокое качество и эффективность проектов и предложений, выдвигаемых правительством республики. Они ложатся в основу многих решений федерального уровня. 9 сентября 2023 года вышло постановление правительства Российской Федерации об утверждении комплексной государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Чтобы максимально увеличить пользу для всех субъектов страны, формироваться оно будет совместными усилиями. Сейчас мы ведем разработку федеральных проектов в области государственной программы. И вот об этом, конечно, коллеги на уровне субъектов Российской Федерации должны знать из первых уст от представителей федерального центра, для того, чтобы мы вместе формировали этот очень важный для нас, для всех документ. В центре форума стоит задача по выработке рекомендаций для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности на примере населенных пунктов Республики Саха-Якутия. Во время форума будет работать 4 площадки. Экспертами будут рассмотрены вопросы выявления и устранения существующих проблем, обмен опытом и развития сотрудничества. Мы также будем обсуждать инструменты финансирования, то есть механизмы привлечения внебюджетного финансирования, государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты. И вот хотелось бы по итогам наметить такие конкретные шаги, дорожную карту по повышению энергоэффективности, в том числе в Республике Саха-Якутия, и также дальше тиражировать в другие регионы. В энергосбережении и энергоэффективности заинтересован не только самый холодный регион нашей страны. Многие субъекты Российской Федерации приехали в Якутск к местным экспертам, чтобы подчеркнуть информацию по улучшению качества жизни населения. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Изучением сезонной миграции, а также состоянием популяции краснокнижных белых медведей занимаются ученые на севере Якутии. В условиях изменения климата эти хищники, одни из самых крупных на планете, уходят вглубь материка от побережья и все чаще появляются в стойбищах оленеводов и в поселках. О том, что заставляет хозяина Арктики выходить к людям и сколько белых медведей обитает в республике, узнавала наша съемочная группа. С наступлением осени, когда площадь морского льда в Арктике минимальна, белые медведи все чаще выходят на сушу, сжигая запасы подкожного жира. Самки ищут на берегу место для берлоги, обычно под склоном, сильно заметаемым снегом. Этот период идеальный для проведения авиамониторинга хищников. В этом году в заповеднике Медвежьи острова его провели с помощью беспилотников. Предварительное количество косолапых составило 150 особей. Ежегодно вот такие вот мероприятия каждую осень позволяют нам проводить работы и выявлять, учитывать наших медведей, узнавать какое количество. И также, кроме того, проводятся рейдовые мероприятия, то есть мы контролируем территорию и что на ней происходит. Напомню, в Якутии с 2005 года резко возросло количество белых медведей на берегу Колымы. Ранее встреч с хищником было по 2-3, а в 2005 сразу 25. Был объявлен даже режим ЧС, проводилось патрулирование и работы с населением. Все чаще арктические хищники выходят к поселениям и стойбищам оленеводов Крайнего Севера. И связывают это в первую очередь с глобальным потеплением. Медвежьи острова являются родильным домом якутским для белых медведей и довольно давно изучаются учеными. Планируются сейчас дальнейшие исследования для того, чтобы оценить динамику изменения численности и распределения белых медведей, их полувозрастной состав, определить, какая это популяция. И главное, оценить, как изменение климата и человеческая деятельность антропогенная, как влияют на арктическую экосистему. Мониторинг количества белых медведей позволит отследить общую экологическую обстановку в российской Арктике, расширить знания по тенденциям, связанным с глобальным потеплением. Учеными получен огромный пласт информации, который будет систематизирован и опубликован по мере изысканий. По опасениям специалистов, в результате последствий глобального потепления к 2050 году популяция краснокнижных хищников может сократиться на 30%. Петр Васильев, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. По всему миру в последние годы с огромной скоростью растет число киберпреступлений. В Якутске за 7 лет количество подобных видов мошенничества выросло в 9 раз. В этом году количество правонарушений также возросло. Ущерб, причиненный жителям столицы за 8 месяцев текущего года, составил более 306 миллионов рублей. В том числе с банковских карт горожан украли более 6 миллионов.
По прогнозам экспертов, по итогам этого года число подобных мошеннических действий вырастет примерно на 30%. Пик регистрации, как и в предыдущие годы, ожидают в октябре и декабре. 4 октября по всей Якутии прозвучит сигнал «Внимание всем». Как предупредили в пресс-службе Госкомобеспечения региона, 4 октября в 10:40 утра по якутскому времени будут включены электросирены и громкоговорители для передачи сигнала «Внимание всем». Также в это время будет прервано вещание теле- и радиоэфиров. Якутян просят сохранять спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В Доме культуры имени Юрия Гагарина прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню среднего профессионального образования, который отмечается по всей стране 2 октября. На мероприятии наградили особо отличившихся сотрудников и им вручили благодарственные письма и звания. На чествовании ветеранов и преподавателей системы побывала наша коллега Мария Кардашевская. Наталья Соловьева проработала в профтехобразовании 23 года. За это время ее студенты добились больших успехов не только в улусных конкурсах, но и стали чемпионами республиканских соревнований. И сегодня она получила заслуженную награду – знак почетного работника в сфере образования Российской Федерации. С 2003 года работаю руководителем физического воспитания. Я очень рада получить эту высокую награду. Это заслуга не только моя, моих студентов, нашего коллектива. Особенным этот праздник стал и для ветеранов системы. В этот день они прошлись по красной дорожке в знак почета к тем, кто взрастил рабочий класс республики. Мы очень обрадовались этим указом нашего президента Путина, и нас это радует, потому что действительно без рабочего класса, без профессионалов, без мастеровых людей наша экономика не будет существовать, наша страна тем более тоже не будет существовать. Так что это очень радует, что наше правительство обратило внимание на подготовку кадров профессиональных. Нельзя не отметить, что с каждым годом возрастает престиж рабочих профессий и специальностей. Сегодня все больше растет потребность в квалифицированных кадрах в различных сферах, от промышленности до медицины и образования. Выпускники колледжей и техникумов приглашаются на одни из самых высокооплачиваемых вакансий. Вот и в этом году республика подошла к празднику с большими достижениями. Буквально недавно завершился чемпионат высоких технологий, первый такой в стране, в Великом Новгороде. Наш студент Даниил из промышленного техникума ЕПТ стал призером по производству и по изготовлению имплантов. Ну и вот буквально в эти выходные тоже, наверное, все смогли жители республики увидеть в телеграм-канале тоже нашего главы республики, где Александр Сергеевич восхитился тоже нашим коллегой Ренатом Максутовым, который из колледжа культуры и искусств, он стал победителем чемпионата Art Masters. В Якутии сегодня ведут работу 42 учебных заведения среднего профессионального образования, в которых учатся более 24 тысяч студентов. Для подготовки будущих профессионалов внедряются новые технические средства, применяются современные подходы к процессу обучения, трансформируются образовательные программы подготовки кадров. А это значит, перед выпускниками колледжей и техникумов открываются все новые возможности и различные профессии. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. Актуальная рабочая профессия в короткий срок. Именно такую возможность дает выпускникам 9 и 11 классов Южно-Якутский технологический колледж Нерюнгри. На праздничном мероприятии в честь профессионального праздника в колледже побывала и наша съемочная группа. Самой настоящей кузницей кадров для промышленности республики уже долгое время, безусловно, является Южно-Якутский технологический колледж города Нерюнгри, где сегодня прошло торжественное мероприятие в честь Дня среднего профессионального образования. К своему профессиональному празднику подошли с большими достижениями. Первое – это то, что у нас 1 сентября стартовал проект «Профессионалитет». Мы переходим на новые образовательные программы, на новую технологию профессионалитета. Наши ряды пополнили 600 человек. То есть вновь стали студентами достаточно большое количество выпускников школ 9 и 11 классов. И, конечно же, мы заходим в новый учебный год и к своему празднику с достижением того, что у нас профессионалитет не просто стартовал как открытие кластера, а он полностью работает вместе с нашими предприятиями-партнерами, компанией «Эльга», «Якутуголь» и компанией «Колмар». В последние годы происходит глубокая трансформация экономики, растет престиж рабочих профессий. А программа «Профессионалитет», реализуемая в ЮЭТК, позволяет в короткие сроки подготовить квалифицированных специалистов для ведущих предприятий Нерюнгринского района.
Компанию «Колмар» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество с Южно-Якутским технологическим колледжем. В настоящее время это Южно-Якутский технологический колледж – настоящая кузница для производственных предприятий нашего города. Подавляющее количество работников компании «Колмар» – это бывшие выпускники Южно-Якутского технологического колледжа, которые являются настоящими профессионалами и наставниками для молодых специалистов. В планах у руководства колледжа продолжать совершенствование материально-технической базы, открывать новые технологические полигоны и современные мастерские с высокотехнологичным оборудованием. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерингри. В Якутском колледже культуры и искусств начала работу школа креативных индустрий, где действует отделение звукорежиссуры, современной электронной музыки и фото-видеопроизводства. Подробнее в следующем сюжете. Открытие школ креативных индустрий является частью федерального проекта «Придумано в России» и предоставляет возможность детям обучаться творческим профессиям. Одна школа находится в Якутском художественном училище, а вторая – в Якутском колледже культуры и искусств. Общее количество учеников, которые обучаются в школе креативных индустрий – 160 человек. Из них 100 детей обучаются на базе Якутского колледжа культуры и искусств. Всего на оборудование школы из федерального бюджета выделили субсидию в размере 47 миллионов рублей. На сегодняшний день по 3 компетенциям – это фото-видеопроизводство, современная электронная музыка и звукорежиссура. Мы оснащены оборудованием, ждем поставку и в конце октября должны освоить все федеральные средства, а также ждем оснащения мебелью и текущий косметический ремонт нашего колледжа. Согласно гранту, в течение 2 лет они должны обучить детей из разных школ города Якутска школьного возраста от 12 до 16 лет, а также студентов 1-го курса. Первый год направлен на ознакомление по 3 компетенциям, то есть теория, а на 2-й год обучения ребята должны выбрать одну из компетенций и углубленно изучить азы той профессии, которую они выбрали. Обучающиеся школы креативных индустрий учатся 3 раза в неделю. Очень интересно. Мы здесь обучаемся современной музыке. Нас учат основам теории музыки, также обучают разным жанрам, стилям музыки, чтобы в будущем, в последующем мы использовали эти знания и умели делать свою аранжировку. Преподаватели по школе креативных индустрий – это наши ведущие преподаватели, мастера производственного обучения. И на сегодняшний день по 3 компетенциям прикреплены 6 ведущих преподавателей нашего колледжа. А также ассистентами преподавателей работают наши студенты старших курсов. По окончании 2-годичного обучения дети получат специальные свидетельства. Открытие школы креативных индустрий оказывает значительную поддержку образовательным учреждениям и сфере культуры. А также школа позволяет молодым ребятам проявить свой творческий потенциал и получить качественное образование в сфере культуры и искусств. Даяна Федорова, Иван Саракаумов, Якутск. Республика названа лидером на Дальнем Востоке по участию в федеральных конкурсах Фонда президентских грантов. За последние 4 года в конкурсы Фонда президентских грантов от республики подано 1307 заявок по 12 грантовым направлениям. Самое популярное по подаче заявок – охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Самыми активными среди районов по количеству поданных заявок стали Якутск, Горный, Кобяйский, Чурапчинский, Амгинский, Намский, Хангаласский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский и Нюрбинский районы. В Ленске в выходные состоялась ярмарка сельхозпроизводителей. В этом году она проходила на территории управления сельского хозяйства. До открытия у ворот уже выстроилась целая очередь. Для ленчан осенней ярмарки – настоящий праздник. К одному из них присоединилась и наша съемочная группа. 7 крестьянских хозяйств со всего Ленского района представили широкий ассортимент натуральных продуктов. У меня представила домашнее соленье, варенье. Все уже разобрали практически. И шишки. Быстрее малиновое варенье, ягода малина и соленье тоже. Хорошо берут люди. Огромная очередь выстроилась около витрины с рыбной продукцией. Ее на ярмарку привезли мирнинские предприниматели. Особенно быстро разошлась соленая и копченая рыбка, но не менее востребованы были и кобяйские караси. Я купила любимые караси.
Это наше национальное блюдо, которое мы кушаем всей семьей. И каждому надо по карасю. А карась печется целиком, очищается от красоты своей, немножечко подсаливается, чуть-чуть перчим, чуть-чуть сметанкой и в духовку на своем соку. Большой выбор овощей, молочной продукции, выпечки, соленья, варенья и даже цветов. Мимо этой красоты тоже было пройти сложно. Вот и Галина Галимуллина не удержалась и купила белую герань. Да, я купила себе цветочки. Вообще я бежала за мясом. Хотела мяса свежего купить. Ярмарка прекрасная. Очень много выбора рыбы, соленой, копченой. Батамай привез много, овощей очень много, и все есть прекрасно. И нужно обязательно делать такие ярмарки побольше. Эти люди берут, все довольны, все улыбаются, как я. Организатором ярмарки выступило управление сельского хозяйства. Наша ярмарка выходного дня проводится впервые после продолжительной заболеваемости коронавирусом. В последний раз мы проводили такую ярмарку в 2019 году на территории рынка, но в этом году решили провести на территории нашей организации. Мы, очень довольны этой ярмаркой. Вот сами видите, тут очень много гостей, покупателей, а также большой ассортимент нашей продукции. Многие ленчане расстроились, что не удалось приобрести на ярмарке свежее мясо. Организатор обещает, что в следующий раз оно обязательно появится. Буквально за час все прилавки были пусты. С ярмарки ленчане уходили с полными сумками, некоторые с целыми сетками овощей. Все остались довольны, каждый нашел то, что искал. А главное, вся приобретенная продукция свежая и экологически чистая. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Центре чтения, филиале Национальной библиотеки Якутии, открылась новая группа библиопродленки «Маленький принц». Сотрудники филиала подготовили для школьников насыщенный культурно-образовательный курс. Творческие мастер-классы, тематические познавательные часы, походы в музеи и театры, знакомство с литературой, в том числе якутской, и многое другое. Приоритет в отборе на бесплатную библиопродленку получили многодетные, малоимущие семьи участников СВО. Всего было набрано 20 детей со 2 по 4 класс. Бесплатные занятия для школьников продлятся 3 недели со 2 по 19 октября. Цель нашей библиопродленки, чтобы занять детей во внеурочное время, чтобы они провели время с пользой, для того, чтобы привить их к чтению, к творчеству и досугу. Потому что во время наших занятий мы не будем только заниматься чтением, также к нам будут приходить специалисты, будут заниматься с детьми по разным направлениям, по творчеству, по иностранным языкам, а также по цифровой грамотности и по информационной культуре. В Якутске презентовали сборник Онегины Ильиной Дмитриевой «Поэзии. Волшебные звуки». Он станет учебным пособием для музыкантов. В него вошли песни якутских композиторов и мелодистов на стихи народных поэтов и писателей. Музыкальным редактором сборника выступил заслуженный артист Якутии Афанасий Томский, а оцифровку выполнила заслуженная артистка республики Анна Томская. По ее словам, в сборник вошли 38 композиций. Это была большая работа. На создание сборника ушло порядка 1,5 лет. Это учебное пособие, учебно-методическое пособие. Благодарна я Татьяне Владимировне Павловой, которая тоже очень интересное вступительное слово пишет. И, конечно, это часть, потому что все невозможно. Там требует и материальных, и всевозможных. Очень благодарна Высшей школе музыки. Поэтому я всем желаю благополучия, успехов. Среди юношей и девушек проводится первенство республики по масс-рестлингу. Местом проведения данного мероприятия стал спортивный комплекс «Мадун». Всего в соревновании примут участие 25 команд из 15 различных районов республики. Участники разделены на разные весовые категории: юниоры от 60 до 105 килограммов и более, юниорки от 50 до 80 килограммов и более. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями и дипломами. Также победители первенства продолжат участвовать на более высоком уровне в первенстве России. Основной целью является популяризация нашего вида спорта. На сегодняшний день более чем в 70 государствах данный вид спорта развивается. Совсем недавно прошел чемпионат мира в Узбекистане в городе Хиве. Мы планируем, что наша команда будет представлена максимально в полном составе. То есть мы максимально пройдем отбор
и подготовимся к первенству Российской Федерации. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.